Казаков Арслан, 6 класс. Виктор Драгунский. Тайное всегда становится явным. Я услышал, как мама кому-то сказала в коридоре: тайное всегда становится явным. И когда она вошла в комнату, я спросил: мама, а что это значит? Тайное становится явным. А это значит, что если кто-то поступает нечестно, то про него все равно все узнают. Ему будет стыдно, и он понесет наказание. Понял? Ложись-ка спать. Я почистил зубы, лег спать. Было утро. Я опять почистил зубы и пошел завтракать. Сначала я съел яйцо, но потом мама принесла целую тарелку манной каши и сказала: ешь все одна, видеть я не могу. Посмотри, на кого ты стал похож. Вылети, Кощей, ешь и безо всяких разговоров. Я ею давлюсь. Тогда мама села со мной рядом, ласково обняла меня за плечи и сказала: хочешь, пойдем с тобой в Кремль? В Кремль? Конечно хочу, даже очень. Ну вот, съешь всю кашу до конца и пойдем. А я пока посуду умою. Но помни, ты должен съесть все до дна. И мама ушла на кухню. Я остался наедине с кашей. Сначала я пошлепал ее ложкой, потом посолил, попробовал. Ну, невозможно есть! Потом я подумал, а может быть сахара не хватает? Посыпал песку, попробовал, еще хуже стало. Ну, ненавижу я кашу, я же говорил. Потом я вспомнил, что у нас есть хрен. С хреном почти все можно есть. Взял хрен, вылил всю баночку на кашу, а когда немножко попробовал, у меня аж глаза на лоб полезли. Я остановилось дыхание. Я, наверное, потерял сознание, потому что взял тарелку, быстро побежал к окну и выплеснул всю ее на улицу. И быстро сел за стол. В это время вернулась мама. Посмотрела на тарелку и обрадовалась. Ну что за Дениска, что за парень? Молодец! Ну давай, вставай, одевайся, идем с тобой в Кремль. В эту минуту в дверь постучали. К нам зашел милиционер. Он сказал: здравствуйте, подошел к окну и посмотрел вниз. А еще интеллигентный человек называется. Государство выдает такое жилье со всеми удобствами. И, между прочим, с мусоропроводом. А вы всякую гадость выбрасываете за окно. Не клевещите, ничего не выбрасываю. Ах, не выбрасывайте, пострадавший. И к нам пошел какой-то дяденька. Я как на него посмотрел, сразу понял, что в Кремль я уже не иду. На голове у этого дяденьки была шляпа, а на шляпе наша каша. Он как вошел, сразу стал заикаться. Ладно, я иду фотографироваться, и вдруг манная каша сверху сквозь шляпу жжет. Как же я в этом буду фотографироваться? И тут мама все поняла. Простите, пожалуйста. Пойдемте со мной, я вас почищу. И они все трое вышли в коридор. А когда мама вернулась, мне было даже страшно ее в глаза взглянуть. Но я себя пересилил, подошел к ней поближе и сказал: да, правильно ты говорила, мама, вчера. Тайное всегда становится явным. Она смотрела мне в глаза долго-долго и сказала: ну, ты понял? На всю жизнь. Да, мама, я понял.